Здравствуйте! По традиции время вечерней смены и подведения итогов дня. Недавно в Северо-Остинском госуниверситете прошла лекция известного ученого-лингвиста Олега Беляева. Доцент Московского государственного университета рассказал студентам и гостям о своих исследованиях остинского языка. Лекция транслировалась онлайн, поэтому в познавательной беседе мог принять участие каждый желающий. Если вы, как и я, на нее не попали, то сегодня мы планируем задать пару вопросов ученым по скайпу, а заодно обсудить языковые перспективы вместе с гостями студии Залиной Кусаевой и Таймуразом Птимировым. Здравствуйте. Здравствуйте. Давненько вас не было в нашей студии. Как приятно вас видеть. Вы были на лекции, присутствовали? Я, к сожалению, на лекции не присутствовала, но мы давно знакомы с Олегом Беляевым, мы участвовали в общих проектах, и Олег Беляев наш частый гость в научных конференциях, форумах всевозможных, как в Москве, так и во Владикавказе. Я очень надеюсь, что у нас получится технически с ним связаться по скайпу, но прежде я тогда поведу беседу с вами, потому что вы лично для меня не менее интересные собеседники. А как вы считаете, почему вот эта лекция состоялась, какая в этом назрела необходимость? Или эта необходимость никуда и не девалась? Таймураз, вы же были на лекции. Да, как человек, присутствовавший на лекции, мне выпала такая хорошая возможность. Дело в том, что такие лекции периодически необходимы для того, чтобы актуализировать тему языка, для того, чтобы понимать, что остинский язык – это не только вещь, которая замкнута на территории Осетии, но также интересуются другие специалисты, и увидеть новый взгляд со стороны на как языковые проблемы, так и исследовательские какие-то моменты, вещи. И все, что новое касаемо цифровизации, это тоже часто приходит откуда-то извне, со столицы, с регионов, поэтому с этим ознакомиться тоже важно. Я так понимаю, что Олег с нами на связи. Здравствуйте. Как слышно? Проблемы со звуком. Слышно хорошо. Слышно ли меня? Прошу режиссеров исправить связь, как-то помочь нам услышать друг друга. Вот, пожалуйста. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы давно нас наблюдаете, слышите. Вот хотелось бы из первых уст, чтобы вы рассказали о том, чему была посвящена лекция и вообще как возникла у вас идея ее провести. Спасибо. Здесь, конечно, идея принадлежит прежде всего Эльмире Тамерлановне Гутиевой, то есть заведующей декану факультета остинской филологии, которая меня пригласила выступить. Мы давно с ней сотрудничаем, и она хотела ознакомить студентов и сотрудников САГУ и вообще широкую общественность тем, чем мы занимаемся. И, конечно же, я не мог отказаться, потому что мне кажется очень важным рассказывать общественности республики о том, что мы делаем. Но лекция была посвящена прежде всего той работе, которую мы сейчас совершаем, это создание электронной версии историко-этимологического словаря остинского языка Василия Ивановича Абаева. То есть версия, которая будет, с одной стороны, иметь русские и английские варианты толкований, и этимологии. С другой стороны, будет доступный онлайн в качестве такого инструмента, которым каждый сможет воспользоваться. Но здесь мне хотелось в ходе этой лекции подчеркнуть не только и не столько научный аспект этого вопроса, потому что здесь все специалистам понятно, сколько именно важность создания таких ресурсов для поддержки языка. То есть, что это то, что имеет не только какое-то историческое значение, то есть значение для изучения истории языка или истории культуры, сколько именно значение для развития самого языка. То есть наличие таких ресурсов, оно позволяет потом на их основе делать другие интересные вещи, и, надеюсь, дает в руки носителей какие-то инструменты, которые позволяют им тоже свой язык лучше узнавать. Олег, ведь остинский язык – это не ваш родной язык. Откуда у вас этот интерес, многолетний интерес? И почему у носителей, у этнических осетин не всегда можно его обнаружить? Как вы считаете? Что касается меня, то это отчасти
счастливый случай, но в жизни ничего случайного не бывает. То есть просто так сложилось, что я поехал после первого курса в экспедицию по изучению осетинского языка и сразу влюбился в страну, в людей, и сам язык, конечно, тоже. То есть не всегда очаровываешься языком, не всегда очаровываешься людьми. Здесь все это замечательно совпало, то есть и культура, и язык, и гостеприимство, и многое другое. То есть здесь, вот, можно сказать, такое идеальное сочетание, которого я лично нигде больше, не только в России, но и в мире не встречал, скажу честно. Хотя, конечно, все нации интересны, но вот мне как-то осетины особенно оказались близки. Ну, наверное, это любовь. Что касается того, что нет интереса у самих осетин, ну, знаете, здесь есть много вещей, это прежде всего социальные аспекты. Даже, знаете, я бы не стал обвинять людей в том, что им не интересен язык, потому что люди должны видеть, что он нужен им. Да? Потому что никакие убеждения, никакие слова, что язык уникален, что он важен, не заменят того, что они им пользуются в повседневном общении. То есть здесь, мне кажется, все-таки очень важно, чтобы общество, чтобы само осетинское общество думало о том, чтобы сделать так, чтобы язык был актуален, чтобы в любом месте, в любом контексте можно было им пользоваться, и чтобы это было то, что от вас ждут. Тогда и людям будет интересно. А если язык — это то, что существует только в семье, только там, может быть, на каких-то праздниках, может быть, в народной культуре, то рано или поздно он будет все уже и уже, сфера употребления будет сужаться, и со временем просто он, к сожалению, будет исчезать. То есть здесь вопрос комплексного развития и широкой сферы употребления языка. Вы проводили какие-то исследования, вот, сколько людей в вашем окружении или ваших студентов говорит на осетинском, а сколько не владеет родным языком? Ну, знаете, у меня мало студентов осетин, хотя вот те, кто в университет поступает, в МГУ, например, да, кого я видел, они, к сожалению, в основном свободно не владеют. Это тоже показательно, да, что те, кто ориентирован, допустим, на образование такое вот в Москве, к сожалению, вот действительно многие, допустим, язык знают, но активно им не пользуются. То есть там могут поговорить, могут понять, но не готовы, не являются такими активными носителями. Это вот, наверное, говорит именно о том, что язык у людей не в приоритете, да, для них русский язык в приоритете, потому что русский язык — это то, что открывает двери к образованию, к культуре и так далее. Это, конечно, хорошо, никто не спорит с ролью русского языка, но нужно сделать так, чтобы осетинский тоже был действительно языком, который полезен во всех сферах. Но вот мы видим, что пока есть еще над чем работать в этой сфере. Я к чему спросила? Дело в том, что мы озадачились и провели такое мини-исследование в рамках эфира «Вечерняя смена». И предлагаю вам посмотреть опрос, который мы сняли на эту тему. Нет. А почему? Ну, я не знаю, я учу сейчас. Мне дома говорят на осетинском языке, я учу. Буду говорить. Зурам отана мадалон в шагл мазурам, а за жахмасом дистында. Зурам масын жахала да, алса да жон ронау. Амбишанта да. Рашцинат кашина рашцинат. Махту кашин рашцинат дишин. Кагаган мананж манма мадма фут шахуркуту фалажма швалатна шахуркуту. Нет, потому что я русская армянка, я как-то не очень интересуюсь этим языком. Да, я говорю на российском языке. Если ты живешь в Осетии, то надо знать свой язык. Я вообще не местная, я гость вашей республики. Зурин, вот, да? Да, когда журишь? Зурин? Эма, ты хочешь? Нет. А почему? Потому что я русская, когда училась в школе, учила осетинский язык, но потом я уехала отсюда. Я говорю на осетинском, так как у нас в семье все разговаривают, как бы соблюдают традиции Осетии. И, также бывают трудности иногда со старинными какими-то словами. А так, разговариваем. Я говорю на осетинском, но иногда сталкиваюсь с трудностями, потому что иногда не знаю перевод слов. Так, не очень. У меня дома не говорят на осетинском обычно. Ну что ж, попрошу прокомментировать. Олег, начнем с вас. Да, спасибо. Ну, знаете, вот вообще, кстати, не так плохо. Видите, все-таки были люди, которые и свободно говорят, которых даже слышно было осетинскую речь, да, вот особенно, мы заметили, да, что лучше всех говорили представители, скажем так, поколения 40+. И выше, да, это тоже вот наводит на некоторые мысли. Ну и кроме того, мне показалась вот неправильная установка, что, допустим, если человек наполовину, там, допустим, не осетин, да, или русский, или армянин, что ему не обязательно знать язык. Вот мне кажется, это не очень правильно. То есть, конечно, заставлять никого не надо, но сама ситуация, при которой люди считают для себя неважным знать язык своих соседей, и вообще считают, что не надо, что это как-то вот
неправильно, я с этим не согласен. Мне кажется, что никак не унижает там русских людей или армян, или кого-то еще, кто живет в республике, то, что от них будут ожидать какого-то хотя бы минимального уровня знания языка. Может быть, не свободный в его использовании, но просто понимание того, что они живут в окружении людей, которые на нем говорят, и которых родной язык, и какого-то уважения к традиции, к культуре. Мне кажется, это ничего плохого нет. И ни в коем случае это не говорит ничего, это не является каким-то там навязыванием или принижением их родных культур, это просто уважение к тем людям, с которыми мы вместе живем. Спасибо. Не отключайтесь. Таймураз, Залина, вы тоже видели опрос, и ваше мнение, он вас порадовал, может быть, удивил или все ожидаемо? Честно говоря, опрос меня порадовал, потому что я ожидал увидеть больше не владеющих остинским языком осетин. Почти все они сказали, что владеют языком, но, к сожалению, только некоторые сказали об этом по-осетински. И это наводит на какие-то подозрения. Потому что часто бывает так, что люди и моего возраста, они утверждают, что владеют остинским языком, но не пользуются им. А то, что ты им не пользуешься, ну, равно, что ты им не владеешь примерно. И вообще такие опросы, они интересны. Можно с разных сторон как бы их исследовать. Залина. Мне понравилось. Я пронаблюдала в этом интервью некоторую возрастную иерархию. И, наверное, это было очень наглядно. Чем старше поколение, тем они бесспорно лучше владеют языком. И вот так далее по убывающей. И здесь, понимаете, да, нужно отметить, что появляется все больше осетиноговорящих. И это отмечают все. И это отрадно. Но, тем не менее, вот я наблюдаю картину, если мы будем говорить о каких-то бытовых ситуациях. Да, по-прежнему молодые мамы, да, они называют своих детей осетинскими именами: Батраза, Цамаз, Азамат. Да, но, наблюдая их взаимоотношения, ты понимаешь, что они в своем лексическом фонде абсолютно не держат осетинскую речь, вообще вот не пользуются ею. И тогда вот возникает вопрос, смысл, да, они превращаются ли тогда и дети, и они сами в этнических маргиналов. Вот на самом деле вот тут вот нужно бить тревогу. И еще прежде мне, конечно же, хотелось поблагодарить Олега за его не просто научную, а подвижническую деятельность. И вы знаете, у них уникальная семья. Его супруга Наташа является тоже глубоким ученым и исследователем осетинского языка. И их первые путешествия в Осетию, поездки, они совершали вместе. И добились достаточно высокого уровня исследовательского. И продолжается популяризация осетинского языка, работая со студентами, с аспирантами. И это очень приятно. И вы знаете, с Олегом уже можно просто совершенно общаться на осетинском языке, он практически понимает все. Но вернувшись вот к этому сюжету, вот я, конечно же, тоже соглашусь, да, с Таймуразом, что я ожидала увидеть более такую вот мрачную картину, и тем не менее вот меня порадовало, что некоторые представители молодого поколения тоже с удовольствием говорят, а те, кто не владеет, они пытаются изучать, то есть они вынуждены уже, вот в силу того, что они не усвоили языка в свое время, они вынуждены прибегать к урокам. А вот в отношении русскоязычной части населения, этнических русских, вот вы как считаете, деление в школах на владеющую и не владеющую группу, оно оправдано? Или, может быть, стоит всем одинаково изучать осетинский язык? Вы знаете, сама ситуация, да, диктует вот эти условия. Если мы даже вот как бы с позиции догматизма, да, и назидания будем обязывать учить язык тех, кто, собственно, не стремится к этому, да, то, мне кажется, результатов не будет. И вот на данном этапе, наверное, все-таки это разумное решение. Хотя, вот вы знаете,
все-таки языковая культура, она, видимо, прививается с колыбели. Вот я очень часто повторяю мысль, что пока в том числе и осетинские мамы не начнут петь своим детям колыбельные на своем языке, вот мадалонов жагл, наверное, результата не будет никакого. Язык не усваивается впоследствии вот в должной мере, потому что вместе с языковой культурой детям прививаются еще сакральные знания, да, какая-то этническая социализация, потому что язык — это не просто слова-формы, да, а это некий, наверное, энергетический пласт, который пришел к нам из глубины веков. Потому что вот об архаичности нашего языка, наверное, свидетельствует его идентификация. Ведь осетинский язык относится к северо-восточной подгруппе иранской группы, индоиранской ветви индоевропейской семьи языков. Да? И таких языков на Кавказе, по сути, нет. И до недавнего времени вообще на Кавказе существовал единственный ираноязычный, вот, индоевропейский язык. Так что это уникальная вообще вот лингвистическая категория, которую мы должны беречь, хранить и передавать своим последующим поколениям. А если вы не знакомы с Дмитрием Карасевым, то сейчас я вас, вернее, его вам представлю. Олег, не знаю, знакомы ли вы с ним, но это как раз-таки этнический русский, как это понятно из имени и фамилии. И он тоже любит, знает и говорит на осетинском языке. О нем сюжет. Это педагог. Мамагашка ирштоны жахал чисара удон кама жоной цадждар шамадалонов жак. А титер жонга маканой фунма кама зургадар каной. Не имея осетинских корней, Дмитрий с раннего детства испытывает любовь и тягу к изучению языка. Будучи школьником, он овладел теорией, а дальше незамедлительно перешел к практике. Герой признается, что намного легче выучить язык, находясь в разговорной среде. Верно, в изучении языка нужна больше среда, которая вокруг. То есть нужны люди, то общество, которое вокруг тебя разговаривает на языке. А все должно исходить из дома, из окружающей среды. Школа не научит осетинскому языку, учит окружающая среда. После школы Дмитрий Карасев прошел тернистый путь обучения в университете и остался работать в родном альма-матер. Потом и вовсе возглавил факультет физической культуры и спорта. На протяжении всего времени он не забывал об осетинском языке. Идея, она, наверное, не пришла мне в голову, осетинский язык и мне сам прилип. Вот, да, скорее всего так, потому что я жил в селе, в Красногории. И когда я маленький был, соседи, ну, как детей берут поиграть. И вот брали меня поиграть, там, и учили всяким словам. Со сложностями в изучении Дмитрий практически не сталкивался. Наоборот, язык давался ему очень легко. Герой выделяет и то, что, находясь в осетинском обществе, ему нравилось понимать и говорить наравне со своими друзьями. У меня одноклассники, мы до сих пор вот переписку, идет переписка в соцсетях, да, все говорят только на осетинском до сих пор. А у нас в классе было 18 человек, из них было 15 осетин и 3 русских мы были парня, и все трое мы разговаривали, понимали на осетинском языке. Останавливаться на достигнутом Дмитрий не стал. Спустя некоторое время его внимание привлек дигорский диалект. Знаете, вообще никаких трудностей не было. Я дополнительно к тому еще, и потом мне очень нравится дигорский язык, сам диалект. Это я его сам, скажем, тоже сам прилип. Где-то слушал, прислушивался, что-то изучал, что-то спрашивал. А так особых трудностей не было. За последние несколько лет родной язык все реже звучит, особенно из уст молодежи. Видимо, тренд на знание осетинского языка еще не успел закрепиться в обществе. Тяжело сказать, что нужно делать. Работать с молодежью. Я же говорю, школа в этом не помощник. Это надо как-то заинтересовывать, ну хотя как можно заинтересовать, да, вот, ну, ребенка или там
Он должен внутри себя это чувствовать, что вот мне нужен этот язык, он мне пригодится. А, наверное, сейчас поколение считает, что язык не нужен, и этим самым осетинский народ теряет свой язык. На книжной полке декана можно встретить множество книг осетинских авторов, которые регулярно пополняются. Как оказалось, секрета изучения языка нет. Если есть желание, то обязательно будет результат, признается наш герой. Мадина Тимирканова, Заур Кодзаев, Денис Ладик, телекомпания «Осетия Рестон». Олег, вы кивали, согласны? Да, совершенно. И вообще, снимаю шляпу, преклоняюсь перед человеком, который так хорошо знает осетинский, не будучи осетином, и при этом понимает важность того, чтобы вот действительно все его знали, не будучи сам осетином. Но только единственный вопрос, вот в чем я не то чтобы не соглашусь, но уточню позицию, это насчет роли школы. Мне все-таки кажется, что школа играет роль, потому что если ребенок с детского сада, со школы погружен в языковую среду, это все-таки даст свой эффект. То есть это должно быть не 2 часа в школе, как там с советского времени повелось, а это должно быть полноценное обучение на этом языке, так чтобы и между собой дети тоже по возможности использовали осетинский язык. Может быть, создавать какие-то, набирать именно группы таким образом, чтобы там была какая-то критическая масса осетиноязычных детей. Да, есть вот метод языковых гнезд, так называемый, при котором действительно вот создаются группы людей, которые именно используют язык, активно им владеют, и тогда другие подтягиваются. Потому что ведь мы знаем, что дети учат язык очень легко, если поместить даже 6-летнего ребенка в иноязычную среду, он довольно быстро выучит этот язык, потому что он будет вынужден его использовать. И вот если в школах создавать такие условия, мне кажется, это вполне действенно, потому что действительно в детском саду сейчас дети очень много времени проводят, во многих семьях, например, да, и если они с этого момента будут иметь такое погружение в язык, я думаю, это даст эффект. Но, конечно, заинтересовывать надо разными способами, вызывать интерес, тут нужна комплексная работа со всех сторон. Я согласен. Вы просто с языка сняли. Дело в том, что я тоже обратила внимание на эту фразу, и я в свое время в школе как раз-таки недополучила уроков осетинского языка. Другое дело, что английский я изучила, достаточно хорошо. И опять же, у меня не было языковой среды, чтобы его практиковать. Однако я сейчас могу достаточно бегло, свободно общаться на английском языке. Вот если бы мне в 90-е годы оставили осетинский язык в программе, я думаю, был бы сейчас совершенно другой результат. Согласны? Наверное. А как же быть? Вот, например, мне как родителю, вот у меня ребенок, он изучает осетинский язык, а он во владеющей группе, но я, например, не могу ему помочь с домашним заданием, к сожалению. Вот как этим детям быть? В теории, как говорят сами люди, которые пишут программы для обучения, домашние задания рассчитаны на то, чтобы их выполнял ученик, а не родители. Если ему и надо помогать, вот как в советское время было коллектив школьников, там, может быть, какие-то... про дополнительные уроки это, конечно, сейчас очень острая тема. Но так или иначе, в рамках этой написанной программы, если преподаватель, скажем, имеет должную квалификацию, если программа написана правильно, если ученик имеет время, чтобы заниматься языком, то, я думаю, трудностей возникнуть не может. Но такое сочетание идеальное, оно, конечно, встречается редко. Обычно помогают соседи. Вот ко мне тоже часто, бывает, обращаются люди с просьбой помочь выполнить домашнее задание их ребенка. Это, я думаю, проблема не в том, как сделать это домашнее задание. Как раз проблема появляется, когда ребенок не знает, как его выполнить. Значит, где-то есть недоработка, надо с этим работать. Залина, у вас есть лайфхак для таких родителей, как я, которые сами, может быть, горят желанием изучить язык? Я вам скажу о более серьезных программах, над которыми, кстати, тоже работал наш гость Олег Беляев. Он скромен, он не станет об этом говорить, но на самом деле он создал со своими коллегами и с сотрудниками нашего института, вот очень серьезно работала Мадина Дарчиева с Олегом, над письменным корпусом осетинского литературного языка, который состоит более чем из 12 миллионов словоупотреблений. Может быть, Олег об этом расскажет. Это к тому, что вот для удобства пользования не владеющим, потому что там есть переводы на русский, на английский языки. И мне кажется, этот портал, этот ресурс, он является большим подспорьем для всех тех,
кто искренне желает изучить свой родной язык. Олег, не скромничайте, поделитесь плодами работы. Да, спасибо, Зарина Константиновна, что представили. Действительно, есть такой корпус. Причем это был один из первых корпусов для малых языков России, такого объема, достаточно масштабного. Здесь, конечно, большая благодарность моему коллеге Арсению Павловичу Выдрину из Петербурга, с которым мы вместе работали. Ну и, конечно, Зарина Константиновна правильно сказала, сотрудникам СОИКСИ, в том числе ей самой, и Мадине Владимировне Дарчевой, и многим другим, кто нам помогал. Здесь что такое корпус? Корпус – это сборник текстов, электронных текстов на каком-то языке. Но не просто текстов, собранных в какую-то одну кучу, а текстов, которые размечены в соответствии с их морфологическими признаками. То есть, например, для каждого слова указано, что это за слово, какого слова это форма. Например, там слово какое-нибудь «чинеджи», будет указано, что это форма родительного или местного падежа от слова «чинок» – книга. Да? Или там «кэш-гэ-е», читая книгу, будет указано, что это деепричастие. Ну, что это причастие деепричастия на «г» в форме отложительного падежа. И это позволяет нам делать очень много вещей. Не нам, лингвистам, а даже людям, которые просто изучают язык, или кто преподает язык. Потому что это позволяет очень легко, скажем, найти примеры на какое-нибудь грамматическое явление. Вот проходим мы в школе тему «дательный падеж». Мы можем набрать в корпусе запрос и получить все примеры употребления слов в этом падеже. Или какое-нибудь слово, которое склоняется или спрягается. Набираем словарную форму этого слова, и мы находим все формы этого слова в корпусе, в разных текстах. И 19 века, и 20 века у нас там довольно большой представительный объем. То есть это полезно и человеку, который изучает язык, он может посмотреть, как слова употребляются, и учителю, чтобы составить, скажем, примеры для задания школьникам, чтобы не повторять одни и те же примеры, которые он нашел в художественной литературе, а пополнять свой банк примеров, в том числе более современными текстами. Так что да, я думаю, что это полезный ресурс, и вот тут, к сожалению, не могу показать, но могу сказать адрес corpus.ascetic-studies.org. Плюс есть корпус дегорского диалекта тоже, правда, менее полный, но вот тут важно подчеркнуть, что у нас достаточно все-таки, мы стараемся сделать достаточно представительный ресурс. Спасибо вам большое. Таймураз, я знаю, что вы лично занимаетесь теми взрослыми, которые не освоили в свое время осетинский язык и пытаются это сделать уже в сознательном возрасте. Вот какие успехи здесь? Как сказать, те люди, которые занимаются регулярно, у них есть определенные успехи, где-то зависит от их способностей, талантов в какой-то степени, но постоянство в изучении языка, оно, конечно, дает плоды. Ведь среди них также есть лица других национальностей, не только осетины. Ну, есть, но все они так или иначе связаны, бывают, с Осетией каким-то образом. Ну вот гостем также удаленным был у вас и польского происхождения Петр Пауган. Ну, он, правда, лингвист. Лингвистам, конечно, легче. Вот даже, скажем так, метод работы с корпусом, который Олег описал, да, он лингвистам очень поможет, они в нем быстро разберутся. Обычный человек, которому еще надо объяснить, что такое деепричастие, если он не запомнил это со школьной программы, конечно, будет сложнее. И также обстоит дело со взрослыми, потому что где-то мы вынуждены применять терминологию лингвистическую, грамматическую, чтобы дать объяснение чему-то, ну а где-то интуитивно люди понимают. А бывает у людей, вот почему важно нынешним родителям говорить с детьми, потому что у тех взрослых, с кем я работаю, вот, у кого есть, скажем так, память с детства о языке, у них усвоение языка происходит гораздо быстрее. И даже произношение ставится намного лучше, если с ними говорили в детстве. То есть если этот момент есть, скажем, вот эту дорожку, путь к языку можно найти. Можно найти и протоптать его заново. А мне еще интересно ваше мнение как педагогов. Вот сегодняшняя учебная литература, она вполне отвечает требованиям образовательным? Ну, мне кажется, вот эта ситуация, ваша личная ситуация, да, когда вы изучили английский язык много лучше, чем свой родной, наверное, она сама отвечает на вопрос. Видимо, здесь какая-то вот несовершенная все-таки методика преподавания, и, скорее всего, к учебникам тоже есть вопросы. Олег, вы видели наши учебники? Да, я видел их, но мне трудно судить, насколько они адекватны. Честно говоря, ведь и к современным русским школьным учебникам у многих родителей есть вопросы, да, к методикам современным и так далее. Так что здесь, наверное, вопрос скорее к педагогическим
специалистам по педагогике, какие учебники лучше подают. Но вообще, конечно, в преподавании языков такой большой прогресс в последние годы произошел, что, наверное, здесь нужно действительно как-то более активно применять те подходы, которые действительно применяются для изучения английского языка. Может быть, знаете, в чем дело? Может быть, дело в том, что действительно все эти программы были разработаны для тех времен, когда большинство детей знало язык. И поэтому они построены по другому принципу. А сейчас нам надо учить языку детей, которые, по сути, его с детства не знают. И, может быть, действительно здесь надо больше использовать методы, которые там используются для преподавания английского, французского или немецкого, чем те методы, которые традиционно у нас используются для преподавания родного языка. Именно в связи вот с этим изменением языковой ситуации в последние годы. Ну, будем ждать этих изменений и развития событий. Может быть, когда-то и я смогу с вами беседовать на остинском языке. Благодарю за беседу. И вам, Олег, большое спасибо, что выкроили для нас время. Что ж, это был первый блок, и сейчас у нас реклама. Не переключайтесь, впереди еще много интересного. Две последние недели октября 1962 года 20 века запомнились миру как Карибский кризис. 60 лет назад мир был на пороге ядерной войны. Что спасло ситуацию тогда? И можем ли мы применить опыт прошлых лет для решения проблем новейшей мировой истории? Давайте порассуждаем с гостями студии. И сегодня у нас в гостях Казбек Фриев, Лариса Сохиева и Артемий Мириков. Здравствуйте. Добрый вечер. Я даже не знаю, у меня такие сведущие в вопросе люди собрались. Наверное, начнем с историка, да? И младшего по возрасту, вы уж извините нас. Ну да, Итак, Артемий. молодым везде у нас дорога, а что делать? Вас просто мы оставляем на десерт. Артемий, расскажите, что же случилось тогда? Потому что, у всех на слуху это выражение «Карибский кризис», да, означающее какую-то напряженность. Но вот что под этим кроется, знают далеко не все. Вам слово. Ну, если коротко, то произошел очень сильный накал, некогда бывшие союзники по антигитлеровской коалиции, а ныне соперники в холодной войне, Советский Союз и США, очень сильно ухудшились отношения. Мир действительно стоял на пороге ядерной войны, плюс на тот момент в самом Советском Союзе дела обстояли нехорошо. На Кубе, которая была нашим союзником, случилась революция, к власти пришли молодые революционеры, коммунисты во главе с Фиделем Кастро. Естественно, Советский Союз поддержал Кубинскую республику, молодую Кубинскую республику. И в то время Америка все ближе подходила, точнее, с тех пор Америка все ближе подходила и подходит к границам нашей страны и разместила свои ядерные ракеты в Италии и в Турции. То есть надо понимать, если Италия еще не граничит с Советским Союзом, то Турция непосредственно граничила с Советским Союзом. И у американцев были определенные карты засекреченные по тем местам, куда стоило бы наносить ядерные удары в случае начала ядерной войны. То есть вплотную они к нам подошли, поэтому мы были вынуждены, во-первых, поддерживать молодую Кубинскую республику, во-вторых, мы должны были чем-то отвечать, и было принято решение отправить, естественно, это была секретная операция, операция «Анадырь», отправить на Кубу наши советские ракеты, которые мы разместили под самым боком у США, что было, конечно же, для них большой неожиданностью, и они тогда немного так... во-первых, стали сильно нервничать и немного встрепенулись и поняли, что мы можем дать ответ. И командовали этим всем три выдающихся наших военачальника. Это министр обороны Советского Союза, один из самых выдающихся министров обороны за всю историю нашей страны, Родион Яковлевич Малиновский. Операцию разрабатывал и курировал Иван Христофорович Баграмян, также маршал Советского Союза. Ну а непосредственно командовал войсками на Кубе Павлов Иван Александрович, о котором американцы долгое время ломали голову и не могли понять, кто же такой Павлов Иван Александрович, а им оказался человек, которого они в июне 1944 года наградили одной из высших своих наград, орденом Почетного легиона. Это оказался наш генерал армии Иса Александрович Плиев, наш земляк, которому доверили командование нашей группировкой, и который единственный случай в истории нашей страны, когда так называемый ядерный чемоданчик, то есть... Иса Александрович Плиев, у него в руках был так называемый ядерный чемоданчик, то есть все мы это знаем, он мог применять ядерное оружие без согласования с руководством страны, то есть непосредственно без согласования с Хрущевым и с министром обороны Малиновским. То есть, операцию провели успешно, то есть все мы знаем, в том числе благодаря Ларисе Хангириевне, были найдены эти документы фонда Иса Александровича Плиева, нашего музея,
какое у него было самочувствие на Кубе тяжелое. То есть, во-первых, у многих наших там солдат и специалистов было тяжелое самочувствие из-за влажности. Климат, да. И будучи с температурой под 40, у него очень болела одна из почек. Тем не менее, он не потерял хладнокровие, плюс у него не сложились отношения с Фиделем Кастро. То есть молодой Фидель хотел повоевать, а Плиев, уже умудренный опытом, прошедший Вторую мировую войну, понимал, что такое война, и понимал, на пороге какой новой войны они стоят, и надо всячески отойти вот от этой пропасти. И поэтому, вот, будучи вот в этой напряженной обстановке, тем не менее, он показал, во-первых, не только проявил себя как военачальник, но и в первую очередь как дипломат, и показал высокий уровень сдержанности и такой настоящей офицерской, генеральской выдержки. Вот. Ну, если коротко о тех событиях. Это было очень коротко и очень информативно. Лариса, а вот почему из всей плеяды героических личностей Советского Союза был выбран именно Иса Александрович? Но мне кажется, этот вопрос и на сегодняшний день остается большой загадкой, хотя, мне кажется, на него можно ответить, если человек чуть-чуть знает личность Иса Александровича, ну, даже если не лично, то из его мемуаров, из его автобиографии, воспоминаний. И, собственно говоря, исходя из того, как он участвовал в Великой Отечественной войне, какие операции были проведены под его руководством, благодаря его, безусловно, личным качествам. Мне кажется, что его именно знания, его умения и навыки, которые он прошел в годы Великой Отечественной войны, его умение держать себя в руках, анализировать ситуацию. И, конечно, как вот сказал Артемий, личность Иса Александровича была хорошо известна тогда уже министру обороны Советского Союза Малиновскому, безусловно, чья роль, мне кажется, огромна в том, что именно выбор пал на Иса Александровича Плиева. Ведь именно в свое время, в 1942 году, уже в 1943 и в 1944 году Малиновский поддержал идею Иса Александровича Плиева о создании конно-механизированной группы. Именно он понял важность стратегического вот этого его мышления и важность и роль конно-механизированной группы в годы Великой Отечественной войны. И, безусловно, они сыграли, в общем-то, огромную роль в победе в том числе. И поэтому, мне кажется, знакомство с ним лично и знание его как человека весьма сдержанного, обладающего большими знаниями и немаловажно, учитывая его происхождение, что это настоящий осетин, это кавказец, это человек, который может держать себя в руках, который сдержан и в то же время весьма трезво может думать в очень сложной ситуации. И когда говорят о том, что это была в чем-то месть Хрущева, я с этим принципиально не согласна. Месть в некотором роде, да, есть такие версии, что сложные отношения, которые сложились у Иса Александровича с руководством, то есть с руководителем, в частности, с Хрущевым, явились такой своеобразным каким-то таким наказанием, да, для Иса Александровича. Ссылка, а не задание, да? Но я считаю, что это, ну, собственно говоря, абсолютно нелогичное было бы решение. Мне кажется, что личность человека, который возглавил ракетные войска на Кубе, к ней подошли очень серьезно, взвешенно и обдуманно. И мне кажется, что никто не разочаровался в этом очень правильном решении, потому что Иса Александрович в сложнейшей ситуации показал себя мудрым, как сказал Артемий, сдержанным и принял, наверное, то самое верное решение, которое спасло мир от разрушения, перед которым сегодня мы оказались. И мне, например, кажется, что история, она все-таки циклична, и мы в чем-то повторяем опыт Карибского кризиса, в чем-то он очень похож, но совершенно, конечно, он и отличается, и поэтому есть какие-то, мне кажется, уроки, которые нужно сегодня изучать, делать выводы и принимать правильные решения в той ситуации, в которой сегодня находится весь мир. Но я солидарна с тем, что решение, которое приняло наше государство и руководство нашей страны, оно абсолютно верное. Но, кстати, третью звезду так и не дали. Хрущев пожалел?
Да, пожалуйста, На Артем. самом деле у нас есть в Осетии, что ему не дали 3-ю звезду. Ну, хотя могли, ну, как сказать... Ну, в общем, дело обстоит как. Нельзя сказать, что ему вообще никакую награду не дали. На одном из заседаний Президиума Верховного Совета, Плиев у нас был, избирался несколько раз, точнее, был депутатом Верховного Совета СССР. И вот на одном из заседаний, по воспоминаниям близкого соратника Плиева, туда к нему зашел Микоян, который тоже непосредственно участвовал в этой операции, был с Плиевым на Кубе, даже есть их совместные фотографии. Он рядом подсел. Ну, конечно, как часто бывает, иногда, знаете, так, иногда, вот Казбек Николаевич не даст соврать, как орденоносец, бывает, награды вручают в торжественной обстановке, бывает так, тихо, и в коридорчике. И вот Микоян ему подсел и положил в руку 2 ордена Ленина, высшую награду Советского Союза. И вот один из этих орденов Ленина был как раз-таки за Кубу. Ну, естественно, так как это тогда все было секретно, и об этом мало кто знали даже в Советском Союзе, то, естественно, так громко не оглашалось, что вот этот орден Ленина тебе дают за Кубу. Ну, 3-ю звезду не дали. Подразумевалось. Да, а потом ему уже, его наградили кубинцы тоже высокой кубинской наградой, орденом Че Гевара. И вот этот орден пришел уже в Советский Союз после смерти Иса Александровича Плиева. И сейчас он экспонируется. Дело в том, что недавно мне позвонили из Центрального музея вооруженных сил, где мы в прошлом году к 80-летию обороны Москвы делали раздел об Иса Александровиче Плиеве, в том числе выставляли его оригинальные вещи. Вот, купленные, в том числе, историю многие помнят из частных рук вещи, там, из семьи что-то. И вот теперь они мне позвонили, и буквально за там, день онлайн, скажем так, на телефоне, тоже мы советовались, мы с музейщики позвонили мне, и мы вот сделали к 60-летию Карибского кризиса новую небольшую выставку из нескольких витрин в центральном зале вооруженных сил, в зале Победы, где экспонируется Знамя Победы и мундиры маршалов Советского Союза. Там сейчас витрины с как раз-таки вещами Иса Александровича Плиева. Да, на выставке присутствовал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Вот. И вот там сейчас в одной из витрин как раз-таки экспонируется этот орден Че Гевара, который пришел уже буквально через несколько месяцев после смерти Иса Александровича Плиева. Эх, как жаль, что я не могу на это посмотреть своими глазами, но я могу услышать впечатления или воспоминания сына человека, который ну, находился, наверное, сражался, воевал под началом Иса Плиева. Это ваш отец, Казбек Николаевич. Он вам что-то говорил? Вообще про свою военную жизнь, наверное, мало что они рассказывали. Нет, никто никогда ничего не говорил. Я от него никогда ничего... Вы знаете, иногда мать что-то говорила, потому что он так... вскользь иногда упоминал какие-то моменты. Больше слышали, знаете как, вот к нему приезжали товарищи, а он служил в кавалерийских частях, ну, значит, 12-я кавалерийская дивизия, казачья, Донская, вот, в 47-м полку кавалерийском, и с Дона приезжали к нам гости, офицеры, которые с ним служили. И вот когда они приезжали, вот, то мы как-то вот украдкой слушали, что они говорят. И вот такие вот фрагменты вот попадались, вот что-то там вот могли услышать, как они там вот, ну, в начальный период, потому что с самого начала они вот войны, вот они дошли до Москвы и потом назад, вот всю войну, как говорится, отец прошел. И вот такие фрагментарно что-то вот слышали там. Вот такой примерно, говорит, командующий, говорит, значит, берете город, говорит, город 2 дня, говорит, ваш. Вот так. Вот это уже за границей, когда воевали. А когда, говорит, отходили, вот такие моменты, я вот помню, что они вот, кукуруза там, все горит, говорит, и вот они отходят, там раненого тащат, они вот выходят там, говорит, мы еле вот, короче, вышли там из боя, вот такие вот моменты там. Ну, вот такие какие-то. А так он никогда никто, ну, вообще они никогда ничего не говорили, так вот, фронтовики, я так думаю. А вы чувствовали, что он испытывал гордость, что ему довелось не, быть ну мы знали к все. плечу? Ну, конечно, мы знали, что отец у нас такой, значит, у его награды лежали там вот такой платяной шкаф был, и там вот в нижнем этом лежали награды. И мать всегда говорила, а дома там мабавна, вот не трогайте это. И вот мы, значит, когда все уходили, значит, мы знали, где ключ, открывали, отодвигали. И вот как они лежали, ордена, вот мы их так
держались такой гордостью, и потом в таком же порядке аккуратно ложили. Думаю, не дай бог мать увидеть, что мы вот там копались там. Конечно, мы знали, мы гордились. Ну, лично я гордился, да, я гордился, я знал, что отец орденоносца, да, но я не знал, что вот его герою представляли. А потом уже где-то вот товарищи приходили, говорят, ну, Николай, его так Николай звали, Зарахмат вообще его, Ламбадам. Почему, говорит, вот, давай, говорит, ну, тебя же представляли там. И они, короче, написали письмо, Никита Сергеевич тогда был первым секретарем ЦК КПСС, на его имя. По-моему, ответ пришел, что, мол, вас наградили, мол, орденом Кутузова 3-й степени, но мы, говорит, мол, такой возможности нет, чтобы вот так вернуть это, короче, как бы, обратной силы не имеет это все. И вот такой вот ответ был. Но он сам не хотел, они его заставляли, говорят, напиши Зарахнов фештам бердам и автеку двазыш. Ну, он говорит, да, оставьте, уже все, говорит. Ну, в общем, вот под давлением вот все равно написали, и вот такой ответ пришел. А вы сами помните вот этот период, Карибский кризис? Я? Да. Да, конечно, я помню. Я учился в Суворовском училище, это был 92-й год. Мы что-то в увольнении были вот на площади Свободы с ребятами. Мы в форме там, в кадетской форме стоим, там разговариваем. Это была весна. Это весна была, по-моему, или лето, где-то вот так вот. И Исаа Александровичу присвоили звание генерала армии. И мы обсуждали, вот Исаа. И там как раз вот это кубинские дела. И он туда его отправляли. И мы, конечно, знали, что все-таки наш земляк, Исаа Александрович, там командует где-то там, вот на краю света. Вот. А в это время Советский Союз очень сильно помогал Кубе. Вот готовили кадры, механизаторы. Там у нас, по-моему, в Чермени где-то была вот школа механизаторов, и там вот кубинцев было вот много, прям много. Вот в городе придешь, да, и вот кубинцы ходят в городе. И вот все знали, что это механизаторы. Вот в Чермени они там готовили трактористы, там вот прицепщики, там вот так. То есть даже у нас в республике мы знали Куба. Ну и мы, конечно, всегда с уважением относились к этим кубинцам, там, братьям, мы знали, что там вот такая вот ситуация. А напряжение вы не ощущали? Вот чем может обернуться вся эта ситуация в мире? Не, ну мы, конечно, понимали, это же ядерные державы были. В то время Америка и Советский Союз, в принципе, обладали ядерным потенциалом таким, значит, конечно, у американцев на порядок выше было количество. То есть неравноценный потенциал был? Неравнозначный был потенциал? Конечно, конечно. У них гораздо более... У нас, по-моему, около 300 или 400 боезарядов было в то время, а у них там под 1000. Потом средства доставки были у них гораздо продвинутые. Но у них таких кадров не было. Да, но страху-то мы нагнали, как это получилось? Понимаете, дело в том, что вот сам Карибский кризис, они же под боком у Америки были. Там, по-моему, 120 или сколько километров до Флориды. Там, вот. И те ракеты, которые туда доставили, они у них, по-моему, максимальная дальность там была 1200 до 5000 километров. То есть они могли в Америку прилететь туда. Вот. Плюс там было тактическое ядерное оружие. Ну что такое тактическое ядерное? Это вот до 70, до 100 километров вот, по задачам. Тактические задачи – это тактическое ядерное оружие. Оперативное, оно на 300 летит, а уже фронтовые средства, они на 1000 километров. Потом там еще стратегии, которые еще дальше стреляют. Авиация, все там. Так она распределяется. Вот. И поэтому, конечно, две державы, не воюя, обладая таким колоссальным потенциалом, все равно американцы потеряли бы много. Но у нас был еще козырь был, что европейские страны могли быть союзники Америки, а мы их могли разнести в прах и пух, понимаете? И эти ихние союзники, европейцы, американцам говорят, вы там останетесь в стороне целыми, а мы на нас тут русские размажут. И поэтому дежавю просто. Это один из был вот моментов, когда вот что-таки подвигло Кеннеди, тогда был президентом, что вот они, значит, приняли такое решение. И вот эти две страны, конечно, уникальность в том, что вот не воюя, значит, тем не менее, они вот пришли к соглашению, к такому трезвому. Ни у кого из них не было, я вот так смотрел, никто не собирался применять оружие. И у нас даже приказа не было, что вот применить оружие. Хрущев сам говорит. И он когда вызвал на беседу Исаа Александровича, он говорит, я вызвал, говорит, осетинского генерала из Саплиева. У него, говорит, здоровье, говорит, слабое,
он болел уже тогда, тем более отправляли туда. Но, говорит, он умный, грамотный мужик, он, говорит, разберется. Вот его примерно вот такие слова были. И, конечно, тем более мы должны посмотрите, история, как там, в истории же не бывает событий, там, не связанных друг с другом. Произошло в этом весна-лето новочеркасские события. Иса Александрович, командующий округом. Вы знаете, там некоторые болтуны там трепятся, что Иса Александрович там где-то расстрелял. Войска там не участвовали. Иса Александрович, наоборот, сдерживал это дело. А Никита Сергеевич был первый секретарь. И человека, который вот как бы себя вот показал, ну, как бы сказать, даже не знаю, который запятал себя, не пошлют же туда, правильно? Это высочайшая ответственность. И когда он сказал Иса Александровичу, вот надо поехать туда, он говорит, я, говорит, это воспринимаю как честь для меня и выполню его с большим, вот, как говорится, вот, не то что удовольствием, а готов выполнить задачу, которую вот вы мне ставите. И вот такие слова были. Это Хрущев пишет сам. К сожалению, у нас остается совсем немного времени до конца эфира. Я бы хотела задать вопрос вот нашему молодому поколению и его мнение услышать по поводу того, что же стало ключевым моментом в урегулировании тогдашнего конфликта и что может помочь урегулировать ситуацию, которую мы имеем сегодня. Ну, это... Да, такие вопросы должны отвечать это большие. Это всего лишь ваше мнение, Артемий? Ну, здесь с разных позиций можно смотреть на этот вопрос и подходить. Но если мы смотрим с позиции нашего земляка, участвовавшего и бывшего на передовой всей этой истории, скажем так, то, конечно, вот сейчас наш старший говорил непосредственно, очевидец тоже сдалека, конечно, но тем не менее тех событий. На самом деле это была такая битва взглядов, и потенциал, конечно же, технический потенциал был за Западом. И вот эта битва взглядов была, даже есть известная карикатура, когда Хрущев и Кеннеди сидят на ядерных бочках и за столом, вот они, у них спарринг. Я думала, кто моргнет. Да, кто моргнет, но наша страна всегда, чем богата, вообще я всегда так люблю тоже говорить, чем богата наша страна. Вот на Западе всегда говорят, и завидуют нам, потому что мы богаты ископаемыми, еще чем-то. На самом деле наша страна богата самородками, наша страна богата людьми. И в данном случае, в этой ситуации, пусть технический потенциал был за ними, у нас были вот те самые люди, которые, пусть Хрущев, конечно, был не выдающийся политик, у него много, скажем так, огрехов есть, но там были военачальники, непосредственно, кто решали эти вопросы. Малиновский, человек, который разговаривал в совершенстве на двух языках, французском и испанском. Иса Александрович Плиев, человек невероятной выдержки, геройства. Иван Христофорович Баграмян, человек, на фотографии которого даже в военное время смотришь, и у тебя улыбка расплывается по лицу. То есть в его улыбке настолько доброта, что 80 лет спустя ты сам улыбаешься. То есть это же все говорит об этих людях. И тем не менее, эти люди вот в этом спарринге, в этой битве взглядов, они смогли сделать так, что наши коллеги, наши партнеры западные моргнули первыми. То есть, и мне кажется, что на сегодняшний день, как в одном из вариантов марша прощания славянки есть такие строки, где Илья наш, где наш Добрыня, сыновей кличет Родина мать. Я думаю, что победа будет, конечно, за нами, но эту победу принесут нам как раз такие люди, которые снова родятся. Я надеюсь, наша страна еще не обеднела на таких людей, и которые смогут сделать так, что те люди, за которыми пойдут массы, которые поведут в бой как дипломатически, так и пусть уже даже сейчас и в прямом смысле этого слова людей, и смогут сделать так, чтобы наши коллеги, партнеры, противники, как угодно мы можем их называть, они моргнут и все равно отступят. То есть я думаю, вот в таких людях, благодаря таким людям победа будет за нами. Спасибо вам большое. Прекрасное завершение сегодняшнего эфира. Ну, а чтобы такие люди были, я думаю, надо, конечно же, правильно сказали, учить историю. И не только на уроках истории. Конечно же, это надо делать с раннего детства, но и сегодня даже тем, которые... У нас был период в нашей стране, когда у нас историю переписывали, измарывали, вычеркивали, выросло уже целое поколение, но тем не менее никогда не поздно ее выучить. И вот глядя на этих людей, и если мы будем изучать историю, в том числе вот лично мне, например, интересны вот личности. То есть вот
И неважно, человек это школьник, студент, там, либо он занимает ответственную должность, генерал, у него есть, в нашей истории есть достойные примеры, на которые можно смотреть, из которых брать примеры. Вот если эти люди будут смотреть и брать с таких людей пример, как Малиновский, чья дочь сегодня празднует 76-й свой день рождения, мы ее поздравляем, да, большой друг Северной Осетии Наталья Родионовна, как Малиновский, Баграмян или Плиев, вот если эти люди будут брать с них пример, которые сейчас находятся на их месте, я думаю, победа будет за нами. Спасибо вам еще раз. Ждем вас в ближайшее время в эфирах, потому что сейчас как раз-таки годовщина тех событий военных лет, которые разворачивались на Северном Кавказе. Да, так что у нас будет о чем еще поговорить. Еще раз благодарю за беседу. И это все на сегодня. Увидимся с вами совсем скоро. До свидания.